Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Королева Анна Владимировна. Сегодня у нас вебинар посвящен предметно-развивающей среде детского сада. У нас, конечно, формулировка вот немножко вебинара другая, да, но тем не менее мы все знаем, что согласно современным нормативно-правовым документам формулировка звучит несколько иначе. Это развивающая предметно-пространственная среда детского сада. Немножко, буквально в двух словах, остановимся на том, что в федеральном государственном образовательном стандарте прописаны все условия, которые необходимо соблюдать для создания данной среды. В первую очередь, все эти условия должны быть направлены на развитие детей, развитие их способностей, развитие творческого потенциала детей. Ну, конечно же, активность их, инициативность. И, в общем-то, чтобы наши детки росли более самостоятельными и умели общаться друг с другом. Напоминаем, что в данный момент у нас существует 20 комплексных программ и существует 18 парциальных программ. В навигаторе образовательных программ на Федеральном институте развития образования они все указаны, ссылочки у вас имеются. Также, может быть, кто-то не находил, но адаптированные программы уже тоже разработаны, и они размещены в реестре примерных основных образовательных программ. Мы, конечно, опираемся на свою программу, которая имеется в детском саду, для того, чтобы создать определенную развивающую среду, которая будет соответствовать, в общем-то, данной программе. Ну и также мы опираемся на методические рекомендации, которые предложены Федеральным институтом развития образования. Напоминаем, что к развивающей среде относится абсолютно все пространство, которое находится у нас в окружении. То есть это и материалы, и предметы среды, наши диванчики, если таковые имеются для детей, и столы, и стулья, и оборудование, и канцтовары, и современная техника, если у нас таковая имеется. Выходы в интернет тоже сюда же относятся. И если у нас детки с ограниченными возможностями здоровья, то, в общем-то, и специальные условия, которые для них необходимы в соответствии с индивидуальной программой, которую нам предлагает ПМПК, тоже они должны быть созданы для детей. В нашем вебинаре мы сегодня остановимся на некоторых детских садах, которые участвовали в конкурсе «Детский мир», и нам предлагали разнообразные проекты по преобразованию среды группы, либо отдельной, либо в целом детского сада, либо территории детского сада. Первый опыт, который мы вам представляем, это детский сад номер 11 города Печора по преобразованию отдельной группы детского сада. По инициативе воспитателя совместно с детьми подключились также к реализации данного проекта родители и активно помогали и красить, и белить, и разрисовывать стены. И давайте посмотрим, что же у них получилось. Первое, что у них интересная задумка, это говорящая или живая стена. Здесь мы видим, что стена оформлена в различных тематических сюжетах, на которые можно дополнительно наклеивать на липучки, либо докладывать в кармашки различные картинки. И, в общем-то, от этого данная среда меняется, и она, конечно, имеет огромное значение для образовательной деятельности, потому что в зависимости от того, какая у вас тематика, в зависимости от того, какой вид деятельности вы берете, данные кармашки и липучки можно менять в соответствии с вашими задачами. Следующая интересная задумка – это подиум. Ну, подиум можно использовать как подиум для театральных постановок небольших. Здесь они у вас представлены на фотоматериалах. И также вы можете использовать его как уголок для уединения, в котором необходимые материалы, конечно, имеются. Вот посмотрите, у нас на фотографиях тоже представлено, что есть занавесочки, очень такие яркие, которые как раз детям больше необходимы для разнообразия, да, и мы видим мягкие подушки, которые всегда детки любят, и различных геометрических форм. Кроме того, данные
Уголок можно использовать и для любой другой деятельности, можно и для математических каких-то решения задач, да, можно и вы видите, что там другие пособия есть, то есть уголок можно использовать абсолютно в любых видах деятельности, которые только можно подразумевать в детском саду. Скамеечка, которая там имеется, она, в принципе, может убираться, может отодвигаться, может точно так же использоваться для различных других заданий. Данный подиум, он на колесиках, то есть его можно и отодвинуть, и придвинуть. Он всего пространства получается достаточно мобильным, когда у нас такие интересные задумки у педагогов. Творческая мастерская. Мы здесь видим все необходимое оборудование для рисования, для деятельности аппликацией, лепкой. И опять же, как и в предыдущем случае, все это оборудование легко передвигается, и оно легко доступно для детей, в плане того, что в соответствии с возрастом и ростиком ребенка они могут легко дотянуться до необходимых материалов. Передвижные домики или такие же уголки уединения, которые представлены на слайде, тоже они мобильные, тоже на колесиках, легко передвигаются, и даже ребенку не составляет труда его куда-либо передвинуть. Для мальчишек создана отдельно парковочная зона многоуровневая, которая, как, в общем-то, можно и как стеллаж такой для машинок использовать, ну и параллельно изучение знаков дорожного движения и правил дорожного движения. А, Созданы современные центры экспериментирования, тоже все доступно, легко детям можно легко достать все необходимое оборудование, и очень удобно для работы вообще в целом воспитателю. Дети, когда все уголки мобильные, дети могут сами быстро все переставить, и педагогу точно так же, поскольку уголки все примерно на уровне роста детей, педагог имеет возможность видеть каждого ребенка. Следующий опыт – это опыт детского сада номер 10 города Усинска. Здесь преобразование среды в целом детском саду. И здесь мы видим различные варианты оформления групп. Ну, допустим, группа «Сказка». Естественно, все групповое пространство определено в рамках каких-то сказок. Сказочные сюжеты иногда бывают одни, иногда бывают несколько наложений сказок, и тоже, что позволяет решать различные задачи, которые у нас прописаны в программах. Кроме того, данные уголки будут интересны и девочкам, и мальчикам, то есть возможность учета гендерных особенностей. Во всех помещениях детского сада имеются выходы в интернет, что, конечно, в рамках современных требований и современных санитарно-эпидемиологических условий очень благоприятно для того, чтобы даже педагог, если вдруг такая, к сожалению, получилась заминка, что детей нет в группе, педагог может тоже транслировать какие-то материалы деткам и родителям уже посредством сети интернет. Также в данном детском саду оформлены различные центры, ну не секрет, центры есть почти в каждом детском саду. Что здесь еще особенного в этом детском саду? Что есть кабинеты специалистов, это логопеда, психолога, кабинет изобразительной деятельности и сенсорная комната. Также имеется в наличии STEM-лаборатории. Ну, на данном слайде мы видим, как представлены различные рекреации, то есть мы видим, что они оформлены в различной тематической направленности. Поскольку Усинск у нас город нефтяников, то на одном из слайдов мы видим как раз именно эту направленность рекреации. Детский музей также славится коми-избой, коми-керка, да, называется у них. Здесь мы видим различные атрибутика, которая помогает деткам изучить жизнь нашего региона более подробно. Опыт 55-го детского сада. Здесь мы видим несколько направлений работы детского сада. Это и лего-конструирование, и робототехника, и экспериментирование в зависимости от возраста. Конечно, идет усложнение материала, и робототехника в данном детском саду идет только для детей подготовительной группы. Для реализации данного проекта
Детский сад принял участие в конкурсе «Детский мир. Идеи открытия находки» еще в 2017 году. Но для того, чтобы окончательно завершить реализацию данного проекта, им необходимы были еще средства, поэтому они также принимают участие во всех остальных конкурсах, которые имеют грантовую направленность. Ну вот как раз на слайде вы видите, какие помещения созданы в детском саду для реализации этих направлений, для лего-конструирования, робототехники и в перспективе расширения мультстудии. Ну, дары Фребеля вам знакомы еще буквально, наверное, с института, у кого-то с педколледжа, поэтому здесь ничего нового для вас такого нет. Но в детском саду закуплено данное оборудование в полном объеме. Детский сад номер 22 города Усинска. Какие особенности по среде созданы здесь? Это, ну, как и во многих детских садах, медицинский кабинет, физкультурный зал. Есть бассейн, музыкальный зал отдельно, кабинет психолога, методический кабинет отдельно, кабинет логопеда отдельно, кабинет изобразительной деятельности, или как они называют сотрудники детского сада, изо-студия, кабинет интеллектуальных игр, имеется свободная зона Wi-Fi, тренажерный зал расположен в рекреации, вы можете видеть современное тренажерное детское оборудование. Ну и, в общем-то, на данном слайде представлено оформление рекреаций, в том числе как дорожки определенные, да, где дети могут изучить правила дорожного движения. Центры созданы в этом детском саду, точно так же, как, опять же, в других группах детских садов, вообще многих. И здесь мы видим на фотографиях кабинет психолога и учителя логопеда. Чтобы деткам было удобнее, в кабинете психолога создана такая среда, в общем-то, напоминающая сказочный мир. Ну, в кабинете логопеда более все сухо, да, потому что лишние отвлечения ребенку ни к чему. Главное, чтобы он сосредоточился на голосе, на интонации, на артикуляции логопеда, поэтому здесь такого разнообразия среды не наблюдается. В данном детском саду, как мы уже сказали, была оформлена комната для интеллектуальных игр. И вот как раз на одной из фотографий это представлено. Посмотрите, какого большого объема представлены и шашки, и шахматы, и различные столы, что детям позволяет, конечно, более наглядно и заинтересоваться, и наглядно увидеть все необходимые материалы, да, и потрогать, понять их отличия. Мы видим, что в детском саду имеется также оснащение современной техникой, и, в общем-то, современная мебель, которая детям, конечно, интересна. Всем деткам, наверное, интересно посидеть практически на домашнем диване в той среде, которая, в общем-то, непривычно, не предполагалась раньше в детских садах такое. Особенностью этого детского сада еще является создание групп студий. Обратите внимание, на фотоматериалах как раз представлены группы студий, которые позволяют расширить помещение и наблюдать воспитателю фактически две комнаты. То есть обычно спальня была, да, отдельно закрытая дверями, и отдельно групповая или игровая комната, которые были они ограничены дверями. Здесь нет такого варианта, дверей нигде не предполагается. Просто сделана огромная большая зона, и воспитателю, конечно, удобно наблюдать за всеми детьми, при необходимости прийти к ним на помощь. Все оборудование тоже такое же мобильное и легко передвигается в различные уголки групповых помещений. Здесь кроватки у нас многоуровневые, поэтому, когда мы кроватки задвигаем, очень легко детям становится пользоваться другими частями групповой комнаты. Ну, еще раз на одной из картинок представлена группа студия, которая показывает, каким образом детки здесь занимаются. И представлено некоторое современное оборудование, которое уже закуплено буквально в последнее время.
Прогимназия номер 1 в Воркуты. Здесь они решили, детский сад решил пойти по направлениям. И первое направление – это здоровьесберегающее пространство в детском саду. Мы видим оформленные помещения, которые позволяют детям различную спортивную деятельность вести. В том числе здесь представлены различные виды кольцебросов, дартсы, настольные шашки, да, классики, боулинг. Представлено различное оборудование современное, которое позволяет детям не бояться удариться, не бояться получить какую-то травму, потому что модули используются мягкие. Обратите внимание, что в некоторых помещениях даже стена частично прикрыта мягкими модулями. Второе направление, которое выбрал детский сад для представления на конкурсе, это экологизация образовательного пространства. И здесь мы видим созданную эко-студию, то есть это отдельное помещение, которое позволяет детям заниматься, в общем-то, изучением природы родного края в первую очередь, Воркуты и в целом всей нашей планеты. Конечно, все это в соответствии с программными требованиями. Третье направление – это создание центров активности по образовательным областям. Ну и здесь мы в частности видим, что создана комната психологической разгрузки и необходимое оборудование, которое здесь имеется, и частично представлены уголки, которые созданы в детском саду, которые позволяют детям более качественно, наверное, общаться друг с другом с помощью различных игрушек, различных масок и современного оборудования. Еще одни фотоматериалы, которые мы видим, что среда, в общем-то, современная везде в детском саду создана и по различным направленностям. Детский сад номер 16 города Усинска тоже представлял свой проект на конкурсе «Детский мир». И что здесь, какое интересное оборудование современное, в отличие от других детских садов, создано. Это кабинет отдельный, да, у психолога. Это бассейны для детей. Мы как раз видим на слайде занятия детей. Отдельная столовая для детей. Ну и различные элементы, которые расположены на стенах детского сада, которые позволяют познакомить детей с природой родного края, то есть приближенно к городу Усинску. А также в группах оформлены различные центры. Здесь мы как раз видим на слайде представлены несколько вариантов оформления данных уголков, в том числе уголков уединения. И мы видим на одной из фотографий мы видим, что есть занавес, который могут дети легко опустить, следовательно, создать такую своеобразную зону уединения, которую от нас сейчас просят по стандартам. Детский сад номер 103 города Ухты, он работает с детками со сложными дефектами различного генеза. И мы здесь можем сказать, что, конечно, основная деятельность направлена на работу с коррекцией данных нарушений. Поэтому здесь работа больше идет у специалистов. И на данном слайде как раз представлена работа психолога. Мы видим, какое оборудование современное. Это сухие бассейны, это пескотерапия, это использование фиброволокон и будоматов. В группах созданы уголки уединения, то есть, да, обратите внимание, неважно, какие особенности имеет ребенок по здоровью, все равно уголок уединения, место, где ребенку комфортно, они должны быть в группах. Здесь представлено две вариации уголка уединения, один как домик, а другой как просто закрытые занавесом комнатки.
Также представлено современное оборудование, но опять же оно связано с коррекцией нарушений, поэтому очень много оборудования для сенсорного развития детей. Детский сад номер 20 города Инты представил тоже свой проект на конкурс. И здесь мы видим, что детский сад создал различные центры, в том числе математические центры, центр занимательной математики, они размещены и на стенах. Оборудование все доступно для детей, и в любой свободный момент дети могут им воспользоваться. Вот если вы обратили внимание, на одном из слайдов достаточно высокие шкафчики, но в принципе это сделано тоже специально. Шкафчики открытые, то есть дети видят, что на той или иной полке находятся определенные материалы, они не закрыты от глаз детей, да, то есть они, в общем-то, доступны. Поэтому дети либо могут воспользоваться стульчиком, либо попросить кого-то более из старших детей, либо попросить воспитателя или младшего воспитателя помочь им достать какое-то необходимое оборудование. Естественно, здесь идет развитие речи, и, в общем-то, если говорить о том, что именно надо, на какой полке надо, да, то есть можно решить и другие образовательные задачи. Центр конструирования, различные центры патриотического воспитания созданы в детском саду. Но и обратите внимание, что во многих детских садах вы увидели использование современных тканей, да, то есть это, как правило, органза или вуалевые ткани, которые очень легкие, они бывают разных цветов, легко стираются, что как раз позволяет их использовать в детском саду. Они очень мобильные, и то есть вы задвинули их, раздвинули, чуть-чуть приподняли, и уже у вас среда групповой комнаты поменялась. Это как раз говорит тоже о том, что данное вроде использование ткани позволяет мобильно и гибко преобразовывать окружающую среду. Детский сад номер 5, Нижний Одесс. Здесь у них вопрос стоял о том, что необходимо преобразовать пространство на улице, то есть необходимо обустроить территорию дошкольно образовательной организации и создать условия для того, чтобы детки занимались здоровьем на улице и, в общем-то, предпосылки для развития спортивной деятельности. Но для того, чтобы все организовать это на улице, закупить современное оборудование, нужно достаточно много средств на это потратить. Поэтому данный детский сад принял участие в конкурсе от Лукойла и выиграл грант, на что, в общем-то, и была преобразована данная территория детского сада. Что мы здесь видим? Это различные спортивное оборудование, различные тренажеры и теневые навесы, в том числе напольное покрытие различного характера, да, и, в общем-то, достаточно большая территория отведена для занятий спортивной деятельностью детей. Поэтому данный проект был реализован благодаря, вот, в общем-то, участию в конкурсе. Не секрет, что сейчас многие детские сады участвуют в конкурсах именно для того, чтобы пополнить свою предметно-пространственную среду. Литература у нас осталась все та же самая, в современных условиях ничего такого нового в последние буквально месяцы не вышло, поэтому она вам всем знакома, мы на ней подробно останавливаться не будем. Наши координаты остались те же самые: Центр развития общего образования, кабинет 314, кабинет 309, телефон добавочный у нас 314. Электронная почта осталась та же самая, поэтому если вдруг у вас возникли какие-то вопросы, вы хотите более подробно, чтобы вам рассказали об опыте конкретного детского сада, обращайтесь к нам с данными просьбами по указанной электронной почте, и при возможности мы обратимся в детский сад, чтобы они сделали более подробные видеоролики о деятельности детского сада, и в таком случае, возможно, будет трансляция опыта также в рамках вебинаров. Спасибо за внимание.